начале XX века, в пору дебюта российских спортсменов на Олимпийских играх, о подлинном спорте в Чувашском крае еще и понятия не имели. Но мальчишки азартно гоняли в пыли тряпичный мяч и играли в лапту. Лишь в начале 20-х годов зародилось в Чувашии физкультурное движение. Работу по физкультуре и спорту среди населения проводили инструкторы уездных военкоматов. Они организовывали физкультурные ячейки на предприятиях и комсомольских организациях, строили спортивные площадки, занимались приобретением спортивного оборудования. Самые первые большие соревнования назывались Олимпиадой. В 1921 году в Чебоксарах состоялась первая Олимпиада. Это было первое областное спортивное соревнование по гимнастике и легкой атлетике. А стартовало тогда 139 человек. В 1922 году состоялась вторая областная Олимпиада, в которой участвовало около 100 физкультурников и спортсменов из Мариинского посада, Чебоксар и Ядрина. За победу боролись гимнасты, легкоатлеты, шахматисты, футболисты и баскетболисты. В 1926 году в Чебоксарах построен первый стадион. Его назвали «Темп». Сейчас это стадион «Энергия», на котором в том же году состоялась первая Всечувашская Олимпиада. Соревнования проводились по легкой атлетике, гимнастике, баскетболу и футболу. В 1928 году в СССР проводилась первая всесоюзная летняя спартакиада. На первом этапе шли отборочные соревнования в городах и районах. На Всечувашскую спартакиаду приезжали спортсмены всех городов и 9 сельских районов. Общекомандное первое место заняли чебоксарцы. С этого времени столичная команда всегда побеждала на зимних и летних спартакиадах Чувашии. В середине 30-х годов в стране организовывались добровольные спортивные общества – ДСО. Они создавали коллективы физкультуры, строили спортивные площадки и сооружения, проводили физкультурно-массовые мероприятия и спортивные соревнования, приобретали спортивный инвентарь, развивали детский и юношеский спорт. Особенно активно работали ДСО «Динамо», «Спартак», «Медик», «Учитель» и «Локомотив». Большое оживление в физкультурном и спортивном движении республики вызвало введение комплекса ГТО «Готов к труду и обороне СССР», утвержденного в 1931 году. Молодежь активно включилась в сдачу норм ГТО. Появились сотни новых спортсменов-разрядников. Михаил Бундин стал первым мастером спорта и рекордсменом России в СССР по прыжкам в длину. В 1937 году он установил рекорд Советского Союза, прыгнув в длину на 7 метров 37 сантиметров. Об этом спортсмене можно прочитать в статье Юрия Плотникова «Конструктор рекордов, конструктор оружия», в котором вы узнаете, что Михаил Бундин был не только выдающимся спортсменом, но и талантливым изобретателем. В годы Великой Отечественной войны он разрабатывал новые виды оружия для военной авиации. В 30-е годы Чувашию прославил простой сельский парень из Ибресинского района, легенда советского спорта Тимофей Петров, открывший чувашским легкоатлетам путь на мировую спортивную арену. В 1939 году он стал чемпионом СССР в беге на 800 и 1500 метров среди сельских спортсменов в городе Одесса. Специалисты называли Тимофея Петрова чувашским ледумегом по имени известного французского спортсмена. К сожалению, жизнь Тимофея Петрова прервалась на пике спортивной карьеры. Он погиб
в 1944 году в бою с немецко-фашистскими захватчиками в Эстонии. Об этом замечательном человеке расскажет книга «Чувашский ледумек. Прерванная дистанция». Во время Великой Отечественной войны физкультурные и спортивные организации занимались физической подготовкой молодежи для военной службы, принимали нормы ГТО, проводили спортивные мероприятия, способствующие подготовке защитников Родины. Чувашские спортсмены начали участвовать в Олимпиадах с 1952 года. В Олимпийских играх участвовали более 40 уроженцев Чувашии. Имена наших знаменитых олимпийцев – легкоатлета Арделеона Игнатьева, велосипедистов Валерия Ерды и Ирины Калентьевой, боксера Валерьяна Соколова, лыжника Владимира Воронкова, скороходов Елены Николаевой, олимпиады Ивановой, Владимира Андреева, марафонок Валентины Егоровой и Татьяны Архиповой известны всему миру. В 1952 году Арделеон Игнатьев стал первым спортсменом из Чувашии, участником летних Олимпийских игр. Через 4 года, в 1956 году, в летних Олимпийских играх в Мельбурне он завоевал бронзовую медаль в беге на 400 метров. Выдающегося спортсмена называли лучшим легкоатлетом 20 века. Майя Петровна Костина, первая спортсменка из Чувашии с мировым именем. Она – шестикратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта Майя Костина парашютным спортом начала заниматься в 1959 году. На счету у Майи 38 мировых рекордов. Всего совершила около 7000 прыжков с парашютом. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Валерьян Соколов стал первым уроженцем Чувашии, выигравшим золото Олимпиады. В 1968 году на 19-х летних играх в Мехико наш земляк одержал победу в легчайшем весе до 54 килограмм. Сейчас Валерьян Соколов является государственным тренером России по боксу. В книге «Золотая перчатка» Валерия Железнова вы сможете подробно узнать о боксере Валерьяне Соколове. Далее обращаем ваше внимание на статьи из периодических изданий и книги об олимпийских чемпионах по легкой атлетике Валентине Егоровой, Елене Николаевой, Олимпиаде Ивановой и многих других. Высококвалифицированных спортсменов в республике готовят сотни тренеров, большинство которых уроженцы Чувашии. Прославили нашу республику братья Василий, Геннадий и Виктор Семеновы. Василий Семенов подготовил свыше 70 мастеров спорта СССР и России по легкой атлетике. О нем подробнее вы можете узнать из статьи «Большой тренер из Большой Вылы». Большой вклад в развитие физкультуры и спорта Чувашии внесли и руководители спортивного ведомства Константин Никишев, Николай Скородумов, Вячеслав Краснов и другие. Книги «Физическая культура и спорт в Чувашии», «Чувашская спортивная энциклопедия» рассказывают о зарождении и развитии физкультурно-спортивного движения в Чувашии, о выдающихся спортсменах и тренерах. Чувашская республика является одним из лучших регионов России по многим показателям развития физической культуры и спорта. Строительство новых объектов спорта значительно увеличило привлекательность региона для проведения масштабных спортивных мероприятий. Самые крупные спортивные сооружения – Ледовые дворцы, Чебоксары-арена в городе Чебоксары, Сокол, город Новочебоксарск, Центр развития маунтинбайка и многие другие.
Ежегодно в Чувашии проводится около 350 официальных соревнований, 50 из них всероссийского масштаба и не менее одного международного уровня. Большой популярностью пользуются плавание, спортивная борьба, различные виды легкой атлетики, футбол и лыжи. Лучшим проектом по развитию физической активности среди населения в республике признали Дни здоровья и спорта, в ходе которых жители Чувашии имеют возможность бесплатно посетить спортивные объекты. Единый день здоровья и спорта проводится в Чувашии с 2014 года. По официальным данным, в каждом Дне здоровья принимает участие более 160 тысяч жителей Чувашии. Спорт – дело благородное. Занятия физической культурой и спортом дают человеку уверенность в себе, ощущение здоровья и красоты. Спорт формирует и закаляет характер. Занятия им воспитывают целеустремленность, ответственность и силу воли.